Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulü Kerim ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Буквально летом, в августе, это событие случилось, которое известно в основном среди специалистов, среди молодежи. В Ютубе канале и в других вот этих современных социальных сетях была выложена мухавара, то есть диалог или диспут, можно сказать, между двумя блогерами, которые являются представителями, так скажем, ваххабитской мысли, оба из них. И они спорили по поводу статуса имама ан-Навави. То есть буквально 4 месяца назад это произошло. 4 часа два представителя ваххабитского направления между собой спорили по поводу статуса имама ан-Навави. Значит, один из них придерживался строгих принципов того, что установлено в учении Ибн Абдуль-Вахаба, и утверждал, что имам Навави является заблудшим человеком, за ним нельзя следовать, его книги нельзя читать. Это один представитель. Другой представитель тоже ваххабит, но он говорит, нет, он не является ашаритом, не является мутаридитом, не относится к тому, что мы называем, значит, ашариты, мутаридиты, и они не называют это ахлю сунна, да? Они говорят, он говорит, что относится к ахлю сунна, относится к нам, то есть к нашему учению, и поэтому мы можем его книги читать. И у него были какие-то отдельные ошибки, значит, в каких-то вопросах он с кем-то не согласен, но в целом мы за ним должны следовать. То есть 4 часа два представителя, я не назову их учеными, то есть они учеными не являются, они блогеры, они просто популярны среди молодежи, их переводят на русский язык тоже, один Аль-Хусейни, другой Мухаммад ибн Шамсуддин. Значит, после этого была реакция, да, в мусульманском мире, огромное количество видеороликов в Ютубе появилось, где и ваххабиты, которые осуждали вот это событие, это мероприятие, и многие ученые из числа ахлю сунна валь джамаа, ашариты, матуридиты, ханбалиты, огромное количество видео, реакция была очень большая. Один из саудовских ученых, представитель шафиитского мазхаба, Абдуль-Илях Аль-Арфач, подготовил практически, по-моему, 19 видео, где-то они по 20 минут, только вот для того, чтобы осветить вот этот момент и показать, как заблудились представители учения Ибн Абдуль-Вахаба. То есть похвально, что сам человек, ученый из Саудовской Аравии, вот эти моменты показывал. И это я сказал к тому, что наша тема, она актуальна. Вот наш татарский ученый Шихабуддин Аль-Марджани в своей книге «Вафият аль-Асляф», в которой более 6000, конечно, биографий, большинство из них мусульманские ученые, и в том числе есть, конечно, и вот эти два великих ученых, имам ан-Навави и имам Ибн Хаджар аль-Аскаляни. Они упоминаются в этом биографическом словаре рукописном. Кстати, у нас есть радостная весть из Стамбула, что к маю, значит, Ирсика обещает, что наконец-то на арабском языке полностью все 6 томов рукописных будут напечатаны, выйдут в свет, да, то есть они станут еще более доступными для читателя, для специалистов в современном, отредактированном научном виде. Да, этим делом, конечно, Булгарская исламская академия занималась, некоторые студенты тоже занимались тахкиком, то есть научным редактированием некоторых частей этой книги, но все равно ресурсов не хватило, то есть вот студенты, они только смогли пройти 1 и 2 том, но вот Ирсика, они полностью все 6 томов, тома очень большие, рукописные, они обещают в мае уже издать
и сделать более доступным. Но это на арабском языке. В прошлом году избранные части из книги Вафиат Расляв были изданы на русском языке в переводе с арабского языка на русский. Избранные части были изданы, но, значит, те переводчики или группа переводчиков, да, которые выбирали, у них свой был принцип, имам Навави там не попал, но вот Ибн Хаджар Аскаляни он попал, да, то есть вы можете познакомиться на русском языке с его биографией. У Марджани есть еще книга, называется Мунтахаб аль-Вафия, то есть это книга, которая по объему очень маленькая, но она вышла в Казани в XIX веке. Он упоминает личности, в первую очередь правителей сначала, известных мусульманских, потом упоминает ученых, имена которых и труды которых имели хождение в нашем регионе, в регионе Татарстана, Башкортостана, или то, что мы Волго-Уральский регион называем. Там мы видим, конечно, что Марджани не упоминает имама Навави, не упоминает Ибн Хаджар Аскаляни, но упоминает там много других ученых. И здесь дело не в мазхабе, да, он больше всего упоминает ученых ханафитского мазхаба, но все равно представители всех мазхабов, и ханбалиты, и маликиты, и шафииты, и разных направлений, и ахль-хадис и так далее, они все упоминаются, как и в Вафиат аль-Асляф, и в этом Мунтахабе тоже есть, просто он выделил именно тех, значит, труды, которых имели хождение. То есть из этого труда мы понимаем, что у нас в Татарстане труды имама Навави и имама Ибн Хаджара Аскаляни не имели хождения, потому что это все-таки имамы шафиитского мазхаба, да, то есть поэтому, может быть, по этой причине местные мусульмане не знали об этих людях, но все равно ученый Аль-Марджани включил их в свою книгу Вафиатуль Асляф. Эти биографии не такие большие, да, по объему, но тем не менее он постарался передать самую главную суть, да, значит, из биографии этих ученых. Вот некоторые ученые науку биографии, она по-арабски называется ат-тараджим вот табакат, относят к наукам, которые условно называются мильхуль ильм. Мильхуль ильм, то есть дословно переводится как соль наук. Соль наук. Почему они так назвали? Историю, имеется в виду биографию ученых, эту дисциплину, да, не отнесли к обязательным или наукам, которые называются улюм аль-макасид, или улюм аль-масадир, Коран и Сунна, например, да, или улюм аль-аля, вспомогательные науки, а отнесли эту науку к наукам, которые называются мильхуль ильм. Они хотели подчеркнуть, да, если мусульманин, человек будет изучать биографии ученых, то у него появляется мотивация, то есть он начинает лучше изучать шариатские науки или другие какие-то науки на примере тех ученых, биографии которых он изучает. Поэтому в биографии ученых у них очень большой воспитательный потенциал для подрастающего поколения, то есть это вот нужно нести в массы, и людям нужно рассказывать о наших героях, о наших ученых, которые являются гордостью всех ахлюс-сунна валь-джамаа, да, то есть всех суннитов, и в том числе эти люди, которые имам Навави из города Нава, это в Сирии находится, как вы знаете, вот эти, когда там была война, группа вот этих экстремистов, террористов, они захватили город Нава, и что они сделали? Они взорвали могилу имама Ан-Навави. То есть его зиарат был полностью уничтожен. То есть они его взорвали, уничтожили. Хотя там были только стены, можно сказать, крыши не было, и дерево, которое из могилы выходило. Они все равно это все уничтожили, все это взорвали. То есть смотрите, как эти люди даже, значит, они пытаются воевать с мертвыми. Пытаются даже воевать с мертвыми, уничтожают асары, уничтожают те знаки, которые указывают на наших великих ученых.
потому что якобы там совершается ширк, якобы значит, нарушение религии происходит. А имам Ибн Хаджар Аскаляни, он из местности, которая находится в Палестине, где сейчас происходят проблемы. Город Ашкелон называется. Это Газа как раз. То есть имам из такой местности как раз, где сейчас происходит очень тяжелые для мусульман события. Извиняюсь за эмоции. Когда имам Марджани упоминает имама Навави, то он, здесь мы видим, он показывает себя как историк, он старается передать все имена, да, цепочку имен, родословную человека, да, то есть насколько это ему возможно, да, то есть где там возможно, он упоминает все имена, то есть, допустим, Яхья, Ибн Шараф, Ибн Мурри, Ибн Хасан, да, у других ученых дальше еще продолжается, например, значит, то есть этим самым Марджани показывает, что родословная, да, это тоже очень важная часть знания мусульман. Указывает, где человек учился, где человек получил знания, и потом его роль. Значит, как мы знаем, имам Ан-Навави является очень важным ученым для шафитского мазхаба. Вот это Марджани тоже показал. Он показал, что человек был факихом, то есть юристом был, да, был очень набожным человеком, был большим авторитетом в науке хадисоведения, да, то есть вот эти самые важные вещи он передал. Потом передает его некоторые качества, что человек был, вот как вы уже сказали, набожный, да, очень мало ел, постоянно делал ибадат, да, постоянно делал зикр, постоянно читал Коран, одевался в тоже скромные одежды, его чалма была маленькая, например, да, тоже вот об этом тоже сообщается. И, конечно, сообщает о его трудах. И здесь есть один момент, где один из учеников, как передает Марджани, один из учеников имама Ан-Навави тоже передает небольшой сюжет, где один из ученых ханафитов, Абу Абдулла Мухаммад ибн Ад-Захир Аль-Ханафи Аль-Ирбили, значит, для того времени тоже, видимо, известный человек, который через вот этого ученика, значит, постарался встретиться с имамом Навави и взять от него риваят одной из книг, которую он передает. Да? Как вот и сейчас тоже иногда у нас приезжают уфтазы, да, из Арабского Востока, и они по иджазе передают, например, 40 хадисов имама Навави. Да? То есть и многие наши хазраты тоже через вот эти уроки прошли и получили иджазаты, и они дальше вот эти 40 хадисов могут дальше передавать, да, другим своим шакирдам, своим студентам. В данном случае как бы пример тоже показательный, воспитательный, что наука хадисоведения, да, и вообще науки, значит, неважно человек к какому мазхабу, да, имеет отношение, то есть все ученые из разных мазхабов, они друг друга уважают и не стесняются, и наоборот имеют честь даже взять знания у человека, который из другого мазхаба, да, тем более если это хадис, то здесь вот в данном случае был очень доволен, да, имам, ученый ханафитского мазхаба, что он взял знания от имама Навави, который является шафиитом, ашаритом, и, значит, похвалил имама Ан-Навави, сказал, что этот человек, значит, обладает очень тонким и великим знанием по хадису и по фикху, и превосходит, в то время тоже был известный человек, Ибн Салях. Ибн Салях тоже один, значит, из ученых в хадисоведении. Вот. То, что касается Ибн Хаджара Аскаляни, то, как я уже сказал, в принципе, перевод уже есть на русском языке, можно познакомиться. Там тоже такой интересный момент, несмотря на то, что Марджани
как человек известный, который увлекался в том числе науками, не только шариатскими, да, и в его книге «Мукаддима» мы очень хорошо видим, как он хорошо ориентировался даже в светских науках, объяснял их, но все равно вот в этом словаре мы видим его духовность, да, его мировоззрение, духовное мировоззрение. Когда про Ибн Хаджар Аскаляни он рассказывает, он приводит вот эти примеры, что ученые, например, имам Ас-Суюти приводит там риваят от одного человека, который присутствовал на похоронах имама Ибн Хаджара Аскаляни. Когда его несли на носилках, то пошел дождь. Пошел дождь. И потом некоторые поэты даже стихи рассказали, что вот, значит, небо плачет по поводу того, что такой великий ученый умер. Аскаляни, кто не помнит, это Амируль Мукминин в хадисах. Это последний ученый, который достиг степени Амируль Мукминин в хадисоведении. После него таких ученых не было. И он приводит вот эти трогательные риваяты. Имам Марджани приводит о том, что Ибн Хаджар Аскаляни, когда ему было где-то 18 лет, он отправился в хадж, да, это, значит, событие, и там он пил замзам и просил у Аллаха, чтобы Аллах дал ему очень сильную память, как у имама Ад-Дахаби. Тоже еще один известный тоже в Сирии ученый был, имам Ад-Дахаби, который обладал феноменальной памятью. То есть никого не было более известного с лучшей памятью, кроме как имам Ад-Дахаби. Да? И он попросил у Аллаха, Аллах, даруй мне память, как у имама Ад-Дахаби. Для чего? Для того, чтобы получать знания. Для того, чтобы запоминать. Через где-то 20 лет, когда он повзрослел, он еще раз в хадж поехал, и он в этот раз пил замзам. У Аллаха я прошу теперь больше. То есть он достиг степени и даже перерос имама Ад-Дахаби. И мы теперь знаем, что имам Ибн Хаджар Аскаляни, он признан учеными Амируль Мукминин в хадисах. Это говорит о том, что человек знал до 500 000 хадисов наизусть со всеми цепочками передатчиков. Да, то есть вот такой крупный ученый. И понятно, что таких примеров мы вот в этих книгах жанра биографии, Тараджим ва Табакат, и в частности в биографическом словаре имама Аль-Марджани, там много таких примеров. Там многие ученые присутствуют в этой книге. И не зря Марджани пытался вот таким образом охватить всю мусульманскую историю. Всю мусульманскую историю до своей эпохи. Да, там книга заканчивается биографией самого Марджани. Да, частично она является как бы автобиографией, а частично там уже его ученик просто добавил некоторые моменты. Да, то есть, видите, заканчивается Марджани, то есть это вот как раз 19 век, а начинается все, если взять Мукаддиму, начинается с пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Вот, как раз вот я выбрал эту тему, потому что вот как раз, как я уже сказал, 4 месяца назад вот случилось такое событие, когда вот два ваххабитских блогера, да, схлестнулись между собой по поводу чести и достоинства имама Ан-Навави. И наш ученый Марджани знал этих людей, значит, упомянул их, не оставил, да, значит, как и остальных очень великих ученых ислама. И мы, как продолжатели этой традиции, должны, наверное, воспользоваться, да, вот этой возможностью, то, что Марджани оставил. Вот Марджани, кстати, он васаят какой давал, что его труд должны, вот этот как раз вафият уласар, отвезти в Стамбул, в Турцию. Это его был васаят, кстати, который не смогли сделать, видимо, родственники. Значит, и чтобы там ученый, он понял, ресурсов, чтобы здесь издать эту книгу, он тогда уже понимал, ресурсов не хватит. Ни научных ресурсов не хватит, чтобы издать его книгу, ни финансовых ресурсов, да. И татары того времени, они, кстати, как вот, например, Шакирджан, по-моему, Хамиди, они обсуждали эту проблему, и они ругали семью Марджани, почему они до сих пор не соберут всех людей, с каждого там по рублю, чтобы мы вот это все собрали, отправили в Турцию, то есть профинансировали, нашли ученых, чтобы в лучшем виде
эта книга была издана. Вот только сейчас, видите, история, значит, судьба повернулась в сторону вот этого произведения крупного. И, наконец-то, иншаллах, мы уже в следующем году, получается, да, увидим в полном виде на арабском языке изданное вот это произведение Вафиятуль Асляф, которое Марджани видел, конечно, международным, да, произведением. То есть он на арабском языке написал как бы для всех мусульман, когда его, и как раз его и спрашивали, зачем вы пишете на арабском. А я, говорю, для всех пишу. То есть арабский язык это латынь Востока, да, поэтому он писал на арабском языке и хотел таким образом тоже показать, видимо, вклад, да, сделать общий вклад в исламские науки. И в первую очередь, конечно, видимо, и для своих мусульман, для российских мусульман, для татар, для мусульман Волго-Уральского региона, да, сделать, значит, такой вклад, да, который бы они запомнили и из этого извлекли пользу. И в этом мире, и в следующем.